Доброе утро. Сегодня понедельник, 11 апреля. Мы покидаем эту гостиницу. Время 6 утра. Тишина такая. Гостиница, в принципе, неплохая. Главное, что чисто. Кровать удобная. Единственное, что я замерзла ночью под простынкой. Сейчас встала и увидела, что, оказывается, там есть одеяло. Ну да ладно. Едем дальше. Тут люди тоже собираются, разминаются. А мы вот такие грязненькие. Доброе утро. Сегодня у нас 10 апреля. Время 6:22. Мы выезжаем затем из через Читы. 50 метров поверните направо. Сейчас двигаемся на заправку, да, наверное, сначала? На заправку и потом едем в Улан-Удэ. У нас до Улан-Удэ ориентировочно там 600 километров плюс-минус. По прогнозу погоды вроде бы стоит снег 50%. Ну вот всю ночь сегодня стоял. Сейчас покажу, абсолютно сухо. На улице тепло. 0 градусов. Ветра нет. Хотя вчера МЧС предупреждали, что вчера еще начнется. Но это там в Забайкальском крае. А тут типа как бы Чита, а край-то большой. Поэтому вот. И по телевизору в новостях сейчас показывали, что там тоже ожидается мокрый снег. И в Иркутске там что-то творится. Но до Иркутска нам еще далеко. Как минимум 2 суток мы будем в Улан-Удэ находиться, погуляем там. Поэтому едем. Счастливого нам пути. Река Читинка. Еще во льду. Дорога сухая. Небо не видно какое. Вроде бы чистое. Потому что, ну вот там горы вдалеке, я прямо их вижу, каждую гору. Кстати, красивый такой пейзаж. Вчера отлично погуляли, ну как погуляли, покатались с братом. Мы, честно говоря, устали, но договорились, что быстренько нас прокатит, что-нибудь быстренько покажет, потому что особо-то смотреть нечего в Чите. Через 500 метров круговое движение. Первый Вот. съезд. Заправка Росмаркет. 95 и 50 55. Сейчас еще кофейку возьмем подсолнуховского. Ну вот и съездили с братом, получается, на смотровую площадку. Съездили на родник, на источник. Ну, по городу прокатил он нас, показал. В принципе, что сейчас там смотреть в этих городах, когда нет зелени, они все страшные такие, серые. Ну, вот будем заправляться. Вот мы сейчас отъезжаем от Читы. Небо-то, конечно, какое-то, особенно в камеру видно, что оно не очень приятненькое. А вот там в горах туман какой-то. Он прямо так надвигается стремительно. Может, это не туман? Как-то хочется уйти в непогоду. Неужели мы снег за собой тащили сюда? Хотя брат вчера сказал, что у них вот солнце, тепло-тепло, снега было зимой очень много, говорит, в Чите. Но он быстро тает, потому что солнце, когда припекает... Дождь был, не ветер. Да, говорит, был ветер, солнце. Дождь. Ну, а при чем тут дождь-то, я почти не Сказал вчера, дождь и размолотил весь снег. А, да? О, смотри, какие птицы много летят. Ужас. Видно или нет? Смотри, машина остановилась, пропускаем. Пропускаем, да? Видимо,
какие-то новые правила. Офигеть. Давай в радиатор на жареху набьем. Бля, чуть не набили. Куда они полетели-то все? Страшненько В так. магазин, на учебу, в школу, на работу. Время так. Толпа, интернат, что ли, школа-интернат. Вот. И тоже говорит периодически нет. О, снег пошел. Или что это? Дождь? Снег? Ешь вашу мать? Говорю, ты раньше просыпайся. Но я проснулась раньше. Не проснулась. ты Я раньше. просто не хотела ехать. Блин. Ой, все. Надо было, блин, спать и спать дальше, пока этот снег не пройдет. Ага, он пройдет, блин, летом. До Иркутска 1101, до Улан-Удэ 637. Ну вот, едем. Сопровождение снега. Да, и не договорила, что, говорит, вроде все растает, все сухо везде, потом бах, говорит, снегом все засыпет. Прямо, говорит, колеса наполовину у машины, говорит, в снегу. Потом быстро все растаяло, высохло. Через неделю-полторы там опять все снегом засыпало. Это вот буквально на прошлой неделе было. Он мне тоже присылал фотографию, что у них все в снегу. Так что тоже погодка-то странная. Поле вскопанное или выжженное, черное такое, непонятно. Хотели попить кофе, но Антон-то пьет. А я не смогла этот кофе пить. На Роснефти взяли кофе, там латте не было. Взяли капучино, а он прямо фу. Сгоревший. Сгоревший, Антон говорит. Слушай, ну это выжженная трава, надо же так выжигать ее. Я теперь хочу этот кофе выкинуть где-нибудь, чтобы он тут не болтался у меня. Все. Едем в Улан-Удэ. Капец, куда мы едем? Ладно, да. Прошла минута после последней моей съемки. Камера не передаст этот снег. Ну, блин, вот все равно видно хоть что-то. А то, что на самом деле дорога уже мокрая стала. Да. Ну ладно. Я свой кофе кончил. На улице тепло, главное. Пускай он растает, этот снег. Опять сосули. Да, точно сосули. Бедная машинка. Ну вот, проехали. Еще несколько минут, время 6:50. Тут уже все белое. Связались по радиостанции со встречной машиной. Сказал, километров 40 проедешь, и все, и там снега нету. Не было, говорит, снега, все чисто. Посмотрим. Едем километров 40. Там, говорит, грязь везде. Тут уже все беленькое. Ну, буквально, ну сколько прошло? 5 минут, как снег повалил. Ну, здесь, наверное, раньше повалил. Немножко. В общем, ехали из зимы в лето. И по пути все равно встретили зиму. Не хочет она нас отпускать нигде. Из-за того, что мы в доме в частном, снег надо везде убирать. Или вообще не убирать. Или вообще не убирать. Нам же сказали, не убирайте вы этот снег, пусть он валит отсюда. Потому что мы уже всех задолбали со своим снегом. Едем дальше. Снег валит отсюда. Это поворотка или что? Почему? Ты не говоришь. Почему с одной стороны только? Потому что это сторона встречи.
пристегнутая. Думаю, что мне живот мешает, что ли? Ну, вот мешает. Ты говоришь, там нельзя, потому что там подушка. Ну, блин, я что сделаю? Получу по морде. Давай не будем ими пользоваться, просто подушкой. Класс. Отлично. Когда вставляю. Могу себя снимать. Буду пить чай с пастилой. У меня сегодня причесончик такой. Я не стала не расчесываться, не мыть голову. Сделаю это в Улан-Удэ. А сейчас попью чай с белевской пастилой. Без сахара. Смотрите, как я ем. Все, мы поехали. Так вот машинки везут маленькие. Всю дорогу везут машинки куда-то в кузовах. Проезжаем. Подъезжаем к улетам, да? Мы же не проехали еще улеты. То я тут отвлеклась на монтаж второй части. Подъезжаем к улетам. Здесь снега нет. Более-менее ясное небо. Ветер очень сильный, да. Расход увеличился, да? Сколько сейчас расход? 13,7. 13,7. Был 12,8. А был 12,8. Комментатор сижу, и так тебя слышно. Ну а так в среднем мы вчера посчитали, сколько мы заправляли бензина, сколько мы проехали. У нас выходит в среднем где-то 13 литров, да, на 100 километров. По равнинам вчера перед Читой ехали. Вообще машина летела, крыльями махала. И там расход был 12 вообще с маленьким хвостиком. Вот здесь все чистенько, все желтенько, как будто снега и не было. Мужик, значит, не обманул. Но по всей видимости он все равно где-то будет, где-то нас настигнет. До Улан-Удэ, в принципе. А, ну вот он, вот он, начинается. До Улан-Удэ 600 километров примерно было. Сейчас мы проехали уже около 100, да? 132. 132 даже. Так что сейчас часов в 11. Сейчас 8 часов, часов в 11. Где-нибудь покушаем вкусно. Все время забываю снять в кафешке, потому что мы заходим, естественно, туда голодные. Мне не до того, чтобы там снимать, когда все принесли. А еще, если в этой кафешке находятся люди, то мне, честно говоря, вообще, ну, как бы неудобно снимать. Это что, встречный без фар, что ли, едет? Чокнутый. Не темно. А то, что люди его не видят, его не волнует, да? Жигуляки тут всякие ездят. Москвич 412 ты в таком состоянии видел, что мама, я бы сам его купил. Сегодня же, да? Да. Вчера Волгу тоже видели. Интересно так. На Волге-то у нас есть, вот 412 москвича и в таком состоянии я, блин, вообще бы не видел никогда. Последний раз в 90-х годах. Где-то в подвале стоял, видимо. Вот, и по поводу того, что я хотела вчера номер снять, пообещала. Тут где-то в каком-то видео будет мое обещание, что когда мы покатаемся с братом, я покажу номер. Угу, показала. Мы приехали, помылись. Я стала загружать в YouTube первую часть. Естественно, Антон уже лег спать. Не буду же я номер со спящим мужем снимать. Ну, в принципе, гостиница... Красотой ничего не испортит. Да? Ну, в следующий раз сниму тебя
в трусиках. Кстати, на такие моменты люди очень хорошо реагируют. Больше просмотров будет. У меня же где-то есть видео, я сохранила, где ты там в подтяжках с голым торсом на лодке едешь в мороз. Вот я его тоже как-нибудь выложу. Наберем себе подписчиков. Да ладно, я шучу. Вот, в принципе, гостиница «Амур» расположена удобно на трассе. То есть никуда там вертеть, крутить не надо, если вы едете со стороны Якутска или в Якутск. Остановились. Кафешка замечательная. В самом номере. Света не хватает. Но света вообще везде в гостиницах не хватает, чаще всего. Нам он, в общем-то, и не нужен особо был. Поспали и поехали. Санузел чистенький. Там раковина, унитаз, даже биде есть. Не знаю, мы не пользовались. Душевая кабина не пластиковая, вот эта, которая в гостиницах везде разваливается, а хорошая такая большая душевая кабина, отделанная кафелем, задвижной дверью. Напор душа хороший, водичка горяченькая, прямо я кайфанула, постояла под водой. Единственное, что, по-моему, везде проблема во всех гостиницах, что в душевых кабинах плохо уходит вода. Ну, мы были со своими резиновыми тапочками, как бы нормально. Потом вышли из душа, тапочки помыли, коврики там везде чистые лежат, возле унитаза и возле раковины, возле душевой. Кровать хорошая была, в принципе, удобная, да? Она такая в меру твердая, большая. Там в наборе чайник был с чашками. Чайником мы тоже воспользовались. Я термос ополоснула от старого чая. Залили кипяток. И сейчас вот уже туда заварку добавили, пакетик. Потому что в дороге хочется иногда попить горячего чайку. Они всегда на заправках это дело продают. Ну, сейчас дальше, ближе к России будут везде, наверное, на заправках продавать. Это у нас там днем с огнем не найдешь. А в кафешках чай как-то не очень хочется пить. Ну вот, в принципе, и все на гостинице. Вот тоже перегонщики, перегонщики. Экономистами Антон их называет. Те, которые на машинках в начале ролика, видео везли, на машинках машинки, Антон их жадинами называет, а этих называют экономистами. Вот, ну все, едем дальше. Чем ближе к Улан-Удэ, тем яснее, но машины оттуда все идут заснеженные. Видимо, с Иркутска. Весь что там опять снег, да? Авария ночевал там сыпется, не знаю, дальше не скажу. Ясно. Где ночевал? На подъеме ничего. А, на подъеме ночевал. Ну, так вроде бы как будто бы проясняется. Ну, будем надеяться. Как проясняется? Снежок просто белый, свет отражает. Там-то небо, видишь, как будто бы почище. Забайкальский байкер. Че его ветром как обдувает. Ну, он еще, видишь, боком немного сидит. Балансирует. Бедненький. На крышку не накинула. Обгоняй уже давай. Че, поржал? Блин, ну не по погоде же, мужик. Ой, сняла по-дурацки. Проехали 200 километров от Читы.
На дороге очень скользко. Ветер дует еще сильный. Движемся 60 километров в час. Будем ехать аккуратненько. Мы не торопимся, мы отдыхаем. Вот такая метель, пурга, ветер. Машины буксуют, судя по переговорам. Подняться не могут. Скользко очень. Вообще дорога такая же. В такой вот мы замес попали. Снегопад, гололед, прям толстая корка льда, буквально, если снег этот шел часа 3. Так вот все завалило, деревья все в снегу, еще ветер сильный дует. И сейчас нам по радиостанции передали, хорошо, вот радиостанция все-таки когда есть, что машина буксует туда вверх на Улан-Удэ. Молодцы, дальнобойщики друг другу помогают. Нам помогли, моргнули фарами. Антон связался с ними, передали информацию. Вот она, эта машинка. Ветер вообще встречный. Наступает. Ой, вообще колесики у него на одном месте крутятся, бедненький. Жутко, конечно, когда еще на таких больших машинах едут. Давай, обходи, дружище, давай смело, кто там местный нахуй. Давай. Матюкают. Пойдешь, я за тобой тогда, вот, я вам на дачу нахуй. Ты на мане вот вылазишь, да? Да, вот пошел, да. Давай, шуманешь тогда. Давай. Не вылазь пока, Марк. Да, пойдешь, нет? Пойду, я сказал, за ним пойду, блядь, ну. Повыше поднимусь, мужики, крикнул рацию, там что уже, решайте, давай. Ужас, конечно, гололед жуткий. Страшное дело. Там вон кто-то спускается, кто-то подняться не может. А этот вообще просто стоит, да? Ну, они просто ждут, видишь, ман пошел, поднимутся, не поднимутся, чтобы там не повиснуть. Понес сюда на читу, чтоб придержали, если что, блядь, нахуй. Краска стоит желтая, потом здесь засыпано все, и наверху стоит, вот, я не знаю, блядь. А так все нормально, ехали, да, и поехали, ну. Все машинки висит, и все, и дорога засыпана, хоть картошку садись. Висят на подъемке, там ребят на встречку идут аккуратненько. Так дальнобойщики друг другу помогают. Не принял, просто там, если они не идут, крикнешь им, чтобы они проходили, что нормально, можно подняться.
блядь, и поэтому притормозил. Давай работай деловые быстрее. Груза хуйня, блядь, 10 тонн ебаного. Русский мат это все. Без него вообще никак нельзя. Там еще за нами легковушка идет, да? Это же съезд должен быть, да? Нет, не съезд. Съезд. Смотрю направо, влево проехал. Хилокский район, видимо. Тут уже все деревья позавязаны тряпками. Прямо солнышко светит. Прям повеселее даже стало ехать. Судя по переговорам дальнобойщиков, уже где-то должно быть лучше. Если мы правильно поняли, то уже чистый асфальт должен быть. Вроде машины едут не заснеженные, мокренькие, грязненькие. Ветер дует, конечно, вообще. Просто кажется, если выйдешь на улицу, унесет и не вернешься. Пурга. Завихряются прям торнадики маленькие. Сейчас посмотрим дальше, что пока едем со скоростью 40-50 километров. Аккуратничаем, осторожничаем. В принципе, нас не обманули. Асфальт чистый. Есть, конечно, немного наноса. Но это уже гораздо приятнее, чем там. Скорость увеличилась. И значит, мы ближе к цели. Будем ехать. Тут прямо тает. Солнышко светит, тает. Он, может, и был снег, падал. Растаял. Я имею в виду, что так навалило. На обочинах-то тоже тает. Грязька. Шутка какая-то. Всё. Нам веселее стало ехать. Можно музыку включать. Танцы танцевать. Жучки и краска. Машинки идут вниз. Потому что Там вверх, не по-моему, едь в одно стоят, место, да? которое знает Гарик, его могут изъять. Да, и вывезешь сам знаешь кого. Еле Избавься от оператора. Господи, что происходит? Хотя тут все посыпано вроде бы. Посмотрим. Много машин. Долго. Чего он моргал? Что машины висят? Долго не было машин, ни встречных, ни попутных. Если пойдете, ребят, там побольше обочинку берите, она подсыпанная. Это смело все, а на обочинке это подсыпка есть. Так, можно пробовать, нет? Там до хера висит. До хера висит, говорит. Тут получается 4, 5 машин, да? Ребятки, вручную подкидываю. Этот специально притормозил, чтобы мы не поехали, да? Там впереди еще одна стоит? Едут сюда, да. Нет, за этим. За этим нет. Нет, туда же было. На подъеме в очередную горку было очень скользко, прямо зеркало. Несколько фур зависли
Дальнобойщики друг другу помогают, придерживают машины, чтобы те как-то хоть с минимальными потерями выехали. За Хилком подъехали к кафе у Михалыча. Сейчас зайдем, если не забуду, сниму. Ветер вообще ужасный. Антон отбивает лед. Я пока не хочу выходить на улицу. Можно я не буду выходить? Так вот все намерзло. Ужасный ветер. Просто кошмар. Что, покушали мы у Михалыча на 800 рублей. Вот она, машинка работает. Дяди гаишники стоят. Какого-то легкового остановили. Всем подряд машут. Сейчас посмотрим. С той стороны почему-то останавливают. Что-то такси. Короче, поели мы у Михалыча. Антон взял лагман, бузы, салат, компот. Да? И все же. Просто я вчера в Чите мы ели, я забыла про салат сказать, что еще салат был. Ездом глухаря. Вкусный, да, глухариный этот. Вот. Я взяла салат тоже какой-то. Ну, он такой ничегошный. Куриное филе в сливочном соусе с пюрешкой. Картошка прям была вкусная. И одну бузу взяла. Но бузу я даже есть не стала, потому что когда их принесли, я поняла, что они подогретые, а подогретые бузы я не ем. Извращенка я такая. Я ем только свеженькая. Ну и вот получается 2 компота. Вон что творится тут. Ух, задувает. Бедные деревья. Как они выдерживают это все. В общем, второй бы раз я в эту кафешку не поехала. Да? Тоже? Или пофиг? Нет, мы же уже второй раз кушали, когда там большой зал был. Я не помню эту кафешку. Вот, второй бы раз я не поехала, я поэтому даже снимать не стала там. Такая обычная кафешка, это кафешка. Будь здоров. Спасибо. Точно, видишь, я точно говорю. Ну, хотя Антон говорит, что лагман был очень вкусный, там было очень много мяса. Он прям восхищался, что там много мяса. Поэтому я думаю, что следующий прием пищи у нас будет в Улан-Удэ, да? До Улан-Удэ 300 километров, но тоже неизвестно, каким макаром мы будем идти. Это вот считаем мы 6 часов, сейчас 12 же уже. Я не вижу. 12:06. Вот. 6 часов мы ехали, 300 километров со всеми этими гололедами, пробками и всем остальным долго. Хотя, по идее, мы уже могли бы быть в Улан-Удэ, если бы была хорошая сухая дорога. Так. Едем дальше. Дорога мокрая. С нами вообще вот такая чистая сухая дорога. А вот там вдалеке, кажется, что-то есть. Только что проезжали слева, прям такая пурга была внизу, в низине. Ничего видно не было. А сейчас красота. Солнышко пробивается сквозь тучки. Что за указатель? Река Гонгота или Гонгота или Гонгота. Тоже такие больше бурятские, что ли, названия, да, пошли. Ермутск 726. Заправка, которую Олег нам, да, рекомендовал? Или нет? 95-й, 59, 20. Они что, офигели, что ли, вообще? 59, 20. 92-й, 54.
что за цены такие? Чем ближе к Иркутску, тем страшнее. У нас бензин подорожал или что? Просто до нас не доехала цена. Улан-Удэ 251 километр показывает. Хорошей сухой дорожке приятно ехать. Часто стали появляться указатели, знаки с коровами. Все-таки к Бурятии приближаемся. Бурятская тушенка здесь ходит, пасется. Там вон в деревушке какая-то церквушка светится, не видно отсюда. Машинки такие веселенькие, все едут. Сейчас они там, да, приедут туда, где совсем не весело. У нас тоже неизвестно, там впереди какие-то белесые тучи. Вот мы въезжаем в эту снеговую атмосферу. Атмосферу. Стратосферу, литосферу. Там внизу вообще все как в тумане. Только подсушила дорогу и снова метет. Люкрус. Забуль-то надо же такие названия, да? Асфальт красный с серыми заплатками. Видимо, когда-то красный. А сейчас его нет. Не добывают, наверное, красный гранит или чем они там. Мрамор, гранит. Река Закульта. Солнышко припекает хорошо. Прям приятненько так. Сейчас очки одену, уйдет. А ты так делаешь, да? Очки одеваешь, солнышко уходит. Очки снимаешь. И солнышко. Будет же у меня с глаз должно быть. А вообще А оно вообще уходит. с твоей атмосферы. Своей атмосферы. Вон она, видишь, какая атмосфера снежная. Прямо видно, как стеной стоит. Сейчас мы в эту стену заедем. Метет, метет. Понеслась. Вот кто тебя просит, господин Снег. Уже бы все бы. Отвалил бы и все. Зачем нам это нужно? Мы думали, что мы уже от снега убежали навсегда. Ну, в смысле, до осени. Кстати, в первой части видео кто-то задавал вопрос, как мы вернемся, если закроется переправа. Мы планировали эту поездку полгода, с сентября. Мы знали, что мы поедем, готовились, поэтому мы решили так, что мы уедем до закрытия переправы, буквально в последние дни, и вернемся уже с открытием переправы на пароме. Потому что для тех, кто не в курсе, если вы не из Якутска, я поясню, что переправа у нас закрывается в середине апреля, в 15 числах, там плюс-минус, и открывается где-то
после 25 мая паромы начинают ходить. То есть все это время по льду ездить нельзя, потом идет ледоход где-то в мае. Вот такие дела. Я там, по-моему, говорила в первом видео, что мост нам обещают лет 30 построить, все никак не построят. Если бы был мост, вообще бы проблем не было. Ездили бы туда-сюда. Ну, а так, в принципе, мы едем на 1,5 месяца, получается, в отпуск. Там сильный прям снегопад. Когда мы ехали на Байкал в 2011 или 2012 году, мы обратили внимание, что тут так домики аккуратненько все стоят ровненько. Хохотуй. Они все были покрашены одной краской, коричневой, как половой. Какой магазин завезли? Да, по всей видимости. Сейчас смотрю, уже эти домики старенькие такие все. За 10 лет. Человек какой-то в жилетке стоит. Автобус стоит, наверное. Так они прямо все ровненько, домишки стоят. Не разбросаны, как у нас на одном участке слева, на другом справа, на 4-м посередине. Здесь тоже такое красивое место, как у нас. Поворот. Поезд едет, классно. Наконец-то я увидела. Пускай он даже грузовой, все равно интересно. Вот. Железная дорога и автомобильная рядышком. Прямо параллельно, соблюдая каждый поворот. Нет, ветер есть, еще деревья качаются. Красивая такая дорога. Сосны эти невероятные, пушистые. Ой, мамочки, что тут творится? Этот ветер, он как живой. Он начинает закручиваться, потом пролазит между вот этими ограждениями сверху. Пролазит там снизу. Нет, пролазит между ограждениями и сверху. Мими. Как красиво. Как красиво. Приехали на заправочку. Сейчас покажу цены. Короче, как я и говорю, что чем дальше, тем страшнее в сторону Иркутска. 95-й бензин 59,20. 59,20. Капец. 92-й 54,70. Маршруту. Представляете? Пристраиваю недорого. Ольга Бузова. Через 100 метров. Что за цены, блин? Давай 92-м заправимся. Маненько. Маненько. Еще четверть, еще нас. О, мне маркет. Здесь топливо. Поздно. Вообще красота. Такие штуки налипли. Ты прикинь, сколько мы весим сейчас. Я не знаю, сколько мы весим. Ну это вообще трэш. Там кофе есть, можешь зайти, там сама наливаешь. Да? Ага. Сумку необходимо.
95-й 51,47, а до этого была заправка 50-55. Дам Соляру 100 литров, Здесь вот 50-55 Роснефть. 95-й. Кто-то там ругается в радиостанции. Такое ощущение, как будто тут снега даже не было. Хотя несколько километров назад видно было, что он был, просто уже растаял. Видимо, не так много было. Все сухо. Но ветер такой же сильный. И время на час перевелось назад. Сейчас 14 часов. Красота неописуемая. Степи, горы. Писали здесь по альбому не раз. Ой, как-то упал человек. Страшно, блин. Даже вот так вот. Когда можно. тормозной путь уходил, то, видимо, от кого-то. У нас перекус. Яблоко. Вот такие вот оранжевенькие, веселенькие. Мы с Тамарой ходим парой. Кто-то профлистом отделал уже. Кто-то профлистом отделал дома. Надоела, видать, эта краска коричневая, рыжая. Интересно, да, вот как здесь люди живут. Ну, видимо, замечательно. Дорога такая оживленная, трасса. Здесь, когда сезон, продают всякий мед, что-то еще продавали, не помню. Картошку. Мед мы покупали. Здесь в основном картошка же. Мед начинает, да, Забайкальский, здесь не сильно. Нет, здесь же мы вот после Улан-Удэ, когда выезжали, всегда вот в этой деревеньке покупали. Это просто в прошлый раз нас Бузова увела не туда, и мы без меда остались. И так мы все время у одной и той же бабушки, по-моему, покупали. Бузова, ты хочешь, что она со мной едет, блин. Походу. Подруга твоя. Скамеечки стоят у домиков. Вечером выходят тут, наверное. В магазинах Вот совсем. мед написано. Здесь продается настоящий мед. По-моему, мы здесь как раз покупали сегодня. Где я встал? М? Где мы здесь остановились? Вот мед стоит. Вот мед стоит точно. Впереди камера на разметку. На разметку камера, где Ольга сказала. Вот деревушка закончилась. Приближаемся к Улан-Удэ. Скат. Внимание, опасный участок, 1,9 километра. Тут река Селенга. Селенга или Селенга? Селенга, наверное. Она так красиво вьется между гор. Сейчас спустимся маленько и посмотрим. Какая-то, наверное, святая гора тут. Вон всякие их щиты стоят. Вот она. Место такое красивое. Вокруг горы. Дорога.
речка уже хочет скрыться, видимо, да? Вода выступила. Интересно, когда у них реки скрываются. Надо посмотреть. Всяко в апреле. Водоохранная зона. На время съемки таймлапс можно было бы вставить какую-нибудь музыку, но мы опасаемся вставлять музыку, потому что первое наше видео, которое было с музыкой, YouTube забанил и не дали нам выложить его. Это мост через реку Селенга. По-моему, тоже она не судоходная, нифига. Какая-то она мелкая. Ну, красивые виды такие. Смотри, олени. Там на горе олени стоят. А это что там на горе? Я не помню. Мы тут прямо в центре. Объект пройден. Вот она, голова Ленина самая большая. Через 200 метров поверните Там направо. наша гостиница, в которой мы остановимся. Байкал Плаза. Ну, мы какую-то автомойку здесь нашли рядом. Сейчас нам должны перезвонить. Потому что сказали, что у них по записи. Вот звонят. Тут грязный наш автомобиль. Сейчас он будет мыться. Здесь будете останавливаться? Автомойка F1 отмыла нас. Парень автомойщик 19 января ездил отсюда из Улан-Удэ в Якутск к нам к друзьям с семьей, с женой. Мы будем стоять. Вкусняшку. Сникерс. Ну ладно, хорошо. А ты что ешь? Все вот это вот бяка. Везде этот лед, блин. И вот бурятские блюзы.